Прежде чем общаться с нашей съемочной группой, фермер Сергей Каратан подробно расспрашивает, кто мы и откуда. Говорит, после инцидента с российскими журналистами интервью теперь дает очень осторожно. Как они на вас вышли? Кто вам позвонил? Позвонил глава ассоциации фермеров, вот хотят пообщаться с фермером, с не последними и так далее. Ну пусть приезжают, общаются. Первый национальный канал, ну и слава богу, как говорится. Сергей рассказывает о том, что это российские журналисты не мог даже подумать. Говор был украинским. Мои понятия, лично мои, что их просто наняли, они вот отработали свой сценарий. Вероятно, получили за это какой-то бонус. О том, что он стал звездой российского фильма, Сергей узнал от соседей, которые наперебой звонили и удивленно спрашивали, как так вышло. Сергею пришлось всем пояснять, что и сам удивлен таким исходом. Посмотреть, как перекрутили его слова российские СМИ, фермер решил сам. Когда смотрели, что подумали, когда увидели и как вы вообще увидели? Нецензурная лексика. Не стоит. Ну вот. В фильме рассказывается, как американские корпорации скупают плодотворные украинские земли. Часть вывозят целыми эшелонами. Отчего один за одним банкротятся фермеры, а вскоре крах придет и всей экономики страны. Фермер признает, проблемы в аграрной сфере в Украине есть. Но они были всегда, и это нормальный процесс. Но не все так критично. В доказательство показывает свою технику стоимостью в $120 тысяч. Они не показали второго, что несмотря ни на что, мы живем и выживаем, и будем жить. Они говорят, что все, вам хана, никаких вариантов нет. Я говорю, ни хрена. Не вам рассказывать, когда нарезочку сделали. Вот они сделали ее. А там, что они говорят, вывозят землю эшелоном, это бред сивой кобылы. Это чистейшей воды. Ну, они и меня подтягивали. Покажи какой-нибудь карьер и так далее, где копают землю. Это никто, на земле ничего не копает и никуда не возит. Но теперь я понимаю, зачем они это делали. Не согласен Сергей с тем, что все земли скуплены иностранными компаниями. Опять вранье. В Кичевском районе 20 тысяч гектар, ну, примерно 20 тысяч гектар, а это третья часть всей земли. Это земля, которая находится в неналичниках. Пояснять, как так вышло, пришлось не только соседям. Сотрудничество фермера с российскими журналистами заинтересовало и спецслужбы. Найти журналистов ни фермеру, ни правоохранителям так и не удалось. Их телефоны не отвечают. Оспаривать вышедший фильм также нет смысла. Для этого необходимо подавать в суд. А ни времени, ни средств у Сергея на это нет. Поэтому громкий фильм расследования так и гуляет на просторах интернета, рассказывая, как плохо живется в Украине. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время. Харьковская область.